Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости на канале Якутия-24. Это прямой эфир, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Цифры дня. Узнаем, сколько сегодня выявили больных COVID-19 по республике. Кто прав, а кто виноват? Жильцы многоквартирного дома в Якутске с июля живут без газа. Они возмущены работой подрядчиков, а те винят во всем самих граждан. Подробный разбор проблем. Якутия – новый литературный флагман страны. Подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Почти в половине российских регионов наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Ситуация продолжает осложняться. Суточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при этом при тех цифрах, что у нас есть, этого достаточно, заявила она. В регионах, по словам Голиковой, ситуация различается. Наконец, прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, а в 18 регионах страны ситуация нестабильная. В 29 субъектах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания, уточнила вице-премьер Голикова. Вступило в силу постановление главного санитарного врача, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, на общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 185 новых случаев коронавируса выявили за сутки. В Якутии из них 102 в столице, в Нерюнгринском 16, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 6, во всех остальных районах от 1 до 5 случаев. Летальных исходов 2. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина в ходе брифинга. В районах республики, практически во всех уже центральных районных больницах, есть сегодня вместо тестирования посредством ПЦР начало применяться тестирование посредством ИФА и ИХА. Это даст возможность нам, опять же, и увеличить и количество тестируемых, и, соответственно, качественно улучшить и работу по последующей доставке анализов для того, чтобы исследования были проведены в тех точках, которые определены по республике как точки сбора анализов. Для западной группы районов это Мирнинский район, для южной группы районов это Алдан и Нерюнгри, для всех северных районов и центральной группы районов это город Якутск. Что касается районов, то в частности в Алдане идут проверки крупных торговых площадок на соблюдение мер безопасности по профилактике коронавируса. По словам специалистов Алданского Роспотребнадзора, которые проводят эти рейды, замечания есть ко всем гипер- и супермаркетам. Репортаж Руслана Павлова. 18 крупных и не очень торговых центров проверили на предмет соблюдения норм по профилактике коронавирусной инфекции специалисты Алданского Роспотребнадзора. Всем фигурантам вынесены предостережения по устранению недочетов, которые у всех разные. У кого-то отсутствуют обеззараживатели воздуха, где-то работают без перчаток и санитайзеров. Отмечается положительная динамика как раз соблюдения гражданами требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Чего не скажешь вот о как раз индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. Зачастую вообще практически отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, перчаточный режим практически не соблюдается. Эпидемиологическая обстановка в Алданском районе признается стабильно напряженной. Около 600 человек находятся под наблюдением медиков и эпидемиологов. Это положительные и контактные лица. Большинство переносят болезнь в легкой форме на самоизоляции. Прирост положительных наблюдается каждый день. У наших медиков очень большая нагрузка идет, и
в целом как бы по району, по вызовам, но и работа, конечно, в стационаре. Но тем не менее ситуацию держим на контроле, потому что и работаем, вернее, и по соблюдению ограничительных мероприятий, работаем и по, как бы сказать, с нашими подведомственными учреждениями, я имею в виду лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями отправлены у нас на удаленный режим работы. Усугубляет ситуацию период простудных заболеваний. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен, однако на этом фоне прогрессирует пневмония и бронхит. А для ковид это благоприятная среда. На сегодняшний день идет реализация семейных контактов, семейных очагов. К сожалению, не все соблюдают меры самоизоляции и продолжают посещать своих близких, помогать им. Но, к сожалению, заканчивается это только новыми случаями заражения. С 16 октября, согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, лица, находящиеся на территории страны, должны носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей и в транспорте. Кроме того, в постановлении есть еще ряд запретов для проведения массовых и зрелищных мероприятий. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгринском районе обстановка по заболеваемости в целом респираторными инфекциями уже в течение 3 недель остается напряженной. Превышение эпидпорогов составляет до 40% от совокупного населения района. Также отмечается ежедневная регистрация случаев с первичным диагнозом новой коронавирусной инфекции среди разновозрастных групп населения. В связи с первичным диагностированием случаев COVID-19 у школьников и воспитанников детских садов на дистанционное обучение переводятся точечно классы и группы. Вопрос о приостановке деятельности образовательных учреждений в целом, переводе их на дистанционку будет решаться исходя из конкретной эпидситуации в учреждениях и по району в целом. Сейчас люди сидят дома и, почувствовав респираторные симптомы, симптоматику, они начинают вызывать на себя медицинских работников, руководствуясь теми клиническими симптомами, которые врач устанавливает на месте. Уже принимается решение о изоляции больного, о изоляции его контактных лиц и проведении лабораторного обследования. Гражданам большая просьба, чтобы шли на контакт и своевременно предоставляли всю необходимую информацию для того, чтобы обеспечить весь необходимый комплекс мероприятий. К другим новостям. В редакцию нашего телеканала обратились жильцы по улице Кулаковского, 44 в Якутске, которые с июля этого года живут без газа. Жители возмущены тем, что подрядная организация «Якутская газовая компания» никак не может закончить в их доме капремонт газовых труб, организованный фондом капремонта в республике. Такую же проблему испытывает и соседний дом по Кулаковского, 44/1. В проблеме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Чтобы приготовить обед или ужин на такой портативной электроплитке, у Виктории Дмитриевой уходит как минимум 2-3 часа в день. При этом счета за электроэнергию предательски растут вверх. Да и дыра в стене. Картина не из приятных. Подъезд виден. Вот, дует. Причиной всех этих бед стала Якутская газовая компания, которая с лета никак не может закончить замену газовых труб в ее доме. Итог – 80 квартир сидят без газа. Контролирующие органы Саханнефтегазбыт. Они им выдавали предписания, составляли акты, но, увы, до сих пор ничего не устранено, и дом стоит без газа. В доме 1974 года газопроводные трубы изношены давно. Исправить ситуацию еще в июле этого года взялось частное предприятие «Якутская газовая компания», которая путем тендера подписала соглашение с Республиканским фондом капремонта в рамках региональной программы. В этом году мы разыграли 2 лота по 8 домов. К нам пришла новая подрядная организация «Якутская газовая компания». Они выиграли оба лота, к работам приступили. В данный момент у них в производстве находится 4 многоквартирных дома. Бить тревогу жильцы начали тогда, когда поняли, что к ним пришли недобросовестные подрядчики. Обращение во все инстанции не дало никаких результатов. Виноватыми же остались собственники квартир, которые, по словам представителей Якутской газовой компании, не впускают их в дома и не хотят восстанавливать ремонт за свой счет. За примером недобросовестной работы Якутской газовой компании далеко ходить не надо. Прямо за мной можно увидеть, что труба здесь просто-напросто отрезана.
Информационная табличка у подъезда говорит о том, что все работы должны были быть завершены в сентябре этого года, но при этом в фонде капремонта объяснили, что все сроки передвинуты до конца следующего года, и люди просто боятся, что еще год они будут жить без газа. Камнем преткновения оказалась замена так называемых футляров, через которые должны проходить газовые трубы как в подъездах, так и в самих квартирах. Как правило, туалет, ванна всегда отремонтированы кафелем. И если менять эти футляры, мы сломаем просто-напросто людям ремонт, который восстановление мы, к сожалению, не сможем произвести. Люди не согласны? Ну, разумеется, не согласны, да. Замененные трубы также вызывают вопросы по качеству. В квартирах огромные щели, из которых дует. При этом трубы сварены таким образом, что даже не специалисту понятно, что прикрепить газовый счетчик просто не к чему. Ну, мы их признаем, да, и к этому относимся как к рабочему моменту. И работы ведутся, никаких проблем мы не видим с этим. Напомним, поставщиком газа в данном доме является компания «Сахатранснефтегаз», которая требует у подрядчиков устранения всех нарушений и не подписывает акт о приемке работ. Ну, мы выделили, да, подрядчику, какие именно места они должны поменять. Где не видно футляра, да, где футляр уже идет наискось, то есть соприкасается с газопроводом. Вот эти места они в обязательном порядке должны поменять. Сейчас якутская газовая компания пошла другим путем. И чтобы доказать правоту, собирается брать с каждого препятствующего собственника акт об отказе в письменном виде. Жильцы хором твердят о том, что всегда готовы идти навстречу. Но компания сейчас самоустранилась. И все работы уже месяц как не проводятся. Мы будем следить за развитием всей этой ситуации. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. В заповеднике Медвежьи острова проведена вторая часть авиаучета белых медведей. Напомним, что первый полет в рамках этой работы был выполнен 9 октября и охватил восточную часть побережья Восточно-Сибирского моря в пределах Нижнеколымского района. В этом полете была обследована обширная территория от участка Лагашкина до участков Крестовое и Чукочье. За время полета были замечены 5 белых медведей, это были медведицы с медвежатами. Были также обнаружены медвежьи следы, уходящие в сторону моря. Также во время авиаучета были замечены дикие северные олени, а на юго-западе озера Илыргыткин замечены овцы-быки. Сегодня из Мирнинского аэропорта в свой заключительный полет отправился самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса». Это легендарное воздушное судно было разработано советскими конструкторами еще в 60-х. Многие знакомы с ним с самого детства, ведь именно Туполев связывал северные края с Большой землей. Перед крайним, как принято говорить в авиации, полетом экипаж поделился своими эмоциями со съемочной группой. Уходит целая эпоха, уходит легенда. Так говорят в авиакомпании «Алроса». В последний рейс Ту-154 отправится в среду. Накануне вылета про самолет рассказывали журналистам. «Полтинник», «Большая тушка» или «Аврора». Так Крылатова назвали еще советские пилоты. Воздушное судно Мирнинской авиакомпании было единственным из оставшихся в гражданской авиации по всей стране. Мы расстаемся с нашим другом, который нам верой и правдой служил на протяжении многих лет. Мы к нему тоже относились с душой, с любовью. Конечно, жалко. Жалко, потому что это уходит уже, можно сказать, целая эпоха в истории российской советской авиации. Приготовить салон к вылету, поменять подголовники на сиденьях, проверить инструктажи. На борту Ту-154 пассажиров будут обслуживать Ирина Васева и Наталья Бугашеева. Бортпроводницы работают в авиакомпании «Алроса» более 10 лет. Летали на разных самолетах в разные города и страны. Но Туполев, говорят, особенный. Очень грустно расставаться с нашим любимым самолетом, потому что он очень для нас родной, душевный. Мы все его очень любим. Поэтому, конечно же, очень грустно. Но мы все время к своим пассажирам относимся с великим уважением, да, с почтением. Все время стараемся создать им комфорт на борту. Ну, то есть просто самим нам, наверное, будет психологически тяжело. В Мирнинской авиакомпании Ту-154 честно отслужил 18 лет. Дальнейшую судьбу самолета решат в Новосибирске. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».
По итогам 6-го всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Якутия признана новым литературным флагманом страны. Конкурс проводился в течение всего года. Учитывали самые значимые литературные проекты регионов за 2019-2020 годы. Якутия представила проект под названием «Читаем все». Он был запущен в прошлом году и реализует единую комплексную программу по чтению в регионе за ближайшие лет 5. Самой популярной книгой среди якутских читателей стало произведение Сафрона Данилова «Пока бьется сердце» и «Чук-и-Гек» Аркадия Гайдара. Надо сказать, что вообще вот во время пандемии обращение к электронной библиотеке, сейчас мы развиваем электронные ресурсы в основном, она возросла в разы, и в среднем получается, что один читатель прочитывает около 20 книг. Конечно, самым большим спросом пользуются у нас книги на якутском языке, краеведческие. Это произведения великих классиков якутской литературы. Таковы новости к этому часу. Якутия-24 продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале, берегите себя и свое здоровье.